Второй день ознакомительного тура для детей из Турции и Иордании начался с посещения мемориала первого президента страны Владислава Арзенба в Нижней Шере. Далее юные представители абхазской диаспоры направились в Парк Славы, чтобы почтить память погибших защитников в Отечественной войне народа Абхазии. Каждый из этих детей – этнический абхаз. Их предки когда-то были вынуждены покинуть свою родину. Эту трагическую историю подростки знают очень хорошо. И побывать на родной земле для каждого участника – большая радость. Я всегда знала, что историческая земля моих предков, моего отца, именно тут. И всегда хотела здесь побывать. Я очень рада, что такая возможность представилась. Люди здесь добрые, очень доброжелательные. И думаю, что в будущем еще не раз тут окажусь. Очень рад и горд находиться в Абхазии. Мы тут второй день и пока мало что посмотрели, но ее красота очень впечатляет. Думаю, что для каждого участника это хороший опыт. Этот проект, главная задача которого познакомить детей потомков абхазских махаджиров с их исторической родиной, готовился еще с прошлого года. Его организаторы Министерства по репатриации Республики Абхазия планировали привезти сюда ребят не только с Турции и Иордании, но и с Сирии. Однако по понятным причинам последние так и не смогли стать участниками увлекательного тура. Мы наметили план мероприятий на 2019 год, естественно. Вот это мероприятие, о котором мы сейчас говорим, также было намечено именно в конце прошлого года. И сегодня мы этот проект, можно сказать, реализовываем. Проект интересен тем, что мы впервые за всю историю нашей репатриации объединили три страны. Это Иордания, Сирия и Турция. Но, к сожалению, сирийская делегация не смогла по определенным причинам приехать. Помимо ознакомительного тура, в ходе которого дети смогут увидеть красоты республики и узнать больше о ее традициях и культуре, предусмотрены курсы по изучению абхазского языка. Проблема с абхазским языком, она существенная, как вы знаете. Есть детишки, которые понимают язык, но не могут изъясняться на своем родном абхазском языке. Мы и эту проблематику рассматривали. В связи с этим у нас организованы курсы изучения абхазского языка. Многие из них посещали эти курсы, многие научились писать, читать и, конечно же, изъясняться на абхазском языке. Познавательный тур для участников проекта продолжился посещением Государственного музея и Музея боевой славы имени Владислава Арзенба. На этом экскурсии второго дня были завершены. Впереди у ребят встреча с президентом страны и знакомство с множеством исторических мест Абхазии. Виола Барганджа, Раму Камки, Абаза ТВ.